Его Величество плей-офф разгоняет ход. Хоккейный клуб «Уралец» прошел сильнейшую команду регулярного чемпионата «Транснефть» и сенсационно вышел в финал. Ожидают оппонента, который выявится здесь и сейчас. УФСИН, хоккейный клуб БГК, часть 3. После 2 игр счет в серии 1-1. Настает пора расставить все точки над «и». Перед тем, как это сделать, познакомимся с составами играющих команд. Начнем с УФСИН. Коллектив предстает в основных домашних цветах черно-синего окраса. Поехали. 35 номер Рассказов Илья, вратарь команды. Без изменений. Основной страж ворот по ходу всего сезона и регулярного, и в играх на вылет усомниться в себе не дает. Смысла искать второго голкипера нет. 7 номер Рэпш Игорь, 10 Кочетков Андрей, 13 номер Столовин Евгений, 19 номер Князев Андрей, 22 номер Новохадский Артем, 24 Горбунов Андрей, 36 Пупшев Павел, 41 Курбанов Григорий, 43 Муфтахудинов Антон, 55 Майлиевский Александр, 80 номер Гильванов Артур и 91 номер Тагиров Азат. Первый бросок поворота. И совершает его Тагиров. Сместился в угол, бросил в дальний, почти как под копирку со вчерашней единственной заброшенной шайбой Металлурга Магнитогорска в финале Кубка Гагарина. И вот он ответ. Еще один бросок поворотом. Это уже БГК отвечает. Ну что, первые секунды, что надо. Ставки высоки, и команды вместо того, чтобы думать о том, как не ошибиться на последнем рубеже, наоборот, создают опасности у чужих. Браво, браво, команда, и обязательно познакомимся с БГК. Тем более, повод есть. 1 номер Подгайный Дмитрий, вратарь команды. Именно он начинает встречу в воротах. 88 номер Корнилов Дмитрий, это второй голкипер, но на скамейке запасных мы его не видим. Внимание, минута матча позади. Здравствуйте, пожалуйста, удаление. УФСИН. И что это за штраф? Командный за нарушение численного состава. А нет, вот так вот, сиюминутно арбитры меняют свое решение. Вернее, исправляют его, и не УФСИН получает 2-минутный дисциплинарный штраф, а БГК. 6 номер Хисамудинов Денис, 7 Хабиров Эдуард, 9 номер Казаков Николай, 16 номер Жуланов Андрей, 17 Габдулин Владислав, 18 Усманов Рустам, 20 Петенько Олег, 21 номер Габидулин Наиль, 27 Каров Александр, 42 Вербин Сергей, 72-й Калачев Алексей, 75-й Мухаммед Гореев Ильдар, 81-й Соломатин Сергей и 86-й номер Азнаев. Бросок поворотом на месте Подгайный. 86-й Азнаев Марат, руководящий состав БГК, главный тренер Евтушенко Павел Анатольевич и второй тренер Сидоров Вячеслав Валерьевич. Главным тренером УФСИН является Володин Павел Игоревич. Вот такое резвое большинство проводит УФСИН. Был опасный бросок поворотом, но Подгайный справился. И более того, номинальные гости имеют возможность даже вылететь в контратаку с усилиями Азнаева, но последний до шайбы не добрался, и УФСИН вынужден отбирать шайбу, потому что башкирская генерирующая компания уверенно смотрится при игре, имея в составе на одного хоккеиста меньше. И наоборот, вместо того, чтобы отбиваться, атакуют. И это ли не прекрасно? Для вас на этой встрече работает творческая бригада в лицах оператора и режиссера трансляции Анатолия Зотова, оператора Татьяны Зотовой и комментатора Ильи Антипина. Ну что, все представились, и мы продолжаем следить за этой схваткой. Более того, УФСИН за 15 секунд до окончания большинства обосновывается в зоне. Столовин сделал передачу на партнера, бросок мимо. Показалось, что Подгайный потерял на момент
ворота. Уж слишком сильно он приблизился к штанге, но броска не получилось. Все, на льду Мухаммедгареев Ильдар, который отбывал командный штраф, и заводятся болельщики. Их сегодня в достатке, да, бывало и больше, но тем не менее. Это тоже показатель. Игра, потому что приковывает большое внимание. И благо не околохоккейное, потому что разгорелся скандал в другом полуфинале в паре Уралец-Транснефть. Первые, на удивление многих, два матча управились Транснефтью, хотя та в регулярном чемпионате переиграла представителей Курултая 8-3 и 11-0. Благо, организаторы БХЛ четко разложили все по полочкам и объяснили, что трансфер Уралец сделал вовремя, до плей-офф, и так может поступать каждая команда участница. Первая игра ожидаемо прошла под диктовку Федеральной службы исполнения наказаний. 4 безответные шайбы накидали башкирской генерирующей компании. Дублем отметился Артур Гильванов. Внимание, есть заход в зону, есть бросок. С острого угла Наиль Габидуллин проверял на прочность Илью Рассказова, но тот занял грамотную позицию, прижал шайбу к груди. Так вот, помимо Артура Гильванова в составе УФСИН в первой схватке отличались Андрей Горбунов и Игорь Рэпш. А вот во второй игре БГК удивил. В непростой схватке одержал победу 3-1. Приложили руки к триумфу Сергей Вершин, Сергей Соломатин и Денис Хисамудинов. А УФСИН в противовес сказал Азат Тагиров, но его одного слова оказалось недостаточно, чтобы выйти в финал. Столовин делает передачу назад на Тагирова. Тот доходит Рэпша, бросок, и Пихенько блокирует выстрел. Но атака не закончена, потому что быстрый Столовин тут же пытался вернуть шайбу под контроль, но у него это не получилось. Ух ты! И вот эта борьба у нас. У борта Рэпш получил по лицу. И вот вопрос. Недаром Игорь держится за губу, если там кровотечение, потому что если оно есть, то это 4 минуты Николая Казакова. Но, судя по всему, крови нет. Удар болезненный в любом случае неприятнейший. Но это плей-офф. Здесь другого и быть не может. Особенно, когда на кону путевку в финал, а оступаться больше нельзя. В отличие от Кубка Гагарина, здесь дуэль идет до 2 побед. Это в Кубке Гагарина Магнитка выиграла 2 раза, Локомотив проиграл, и Ярославль имеет шансы вернуться в серию в Ярославле. А здесь уже такого не будет. И недолго УФСИН играл. В большинстве только мы отмечали игру в атаке черно-синих, как Муфтахуддинов отправился на 2 минуты, и минуту 20 команда будет играть в формате 4-на-4. Больше пространства, больше пространства для творчества, и это тоже может сказаться. Ожидаемо берет игру на себя Хисамудинов. По центру ходит в зону, но на него коршунами вылетели хоккеисты УФСИН, отбились. В большом хоккее уровня КХЛ, ВХЛ, МХЛ это был бы проброс. Но любительский хоккей, он более лоялен к таким проявлениям хоккеиста, поэтому можно выбрасывать шайбу таким образом. Проброса не будет, а здесь нужно бросать на ворота. Рассказов спасает. Не отворачивается он от опаснейшего выстрела с неудобной руки и шлемом спас команду. Но обратите внимание, и другой момент. Сергей Соломатин после своего броска подъехал к 35-му номеру УФСИН и даже извинился. Вот что значит в хоккей играют настоящие
мужчины. Игровой момент, казалось, что тут извиняться, но уважение превыше всего, и уважение говорит о многом. Именно поэтому эти команды и играют в полуфинале. Рэпш падает на лед, тут же боднула оппонента, но все было в пределах правил. 25 секунд, БГК будет играть. В большинстве передач на дальнюю штангу можно забивать, но Азнаев не сумел построиться под бросок. Еще одно удаление будет в составе УФСИН. Пауза у нас на таймере, а значит 14 секунд. БГК будет играть в формате 5-3. Впервые в этом матче. Ну и дела. Наверняка многие из вас УФСИН видели фаворитом этой дуэли, скажу честно, и я считал, что УФСИН не должен-то в принципе испытать проблем с башкирской с башкирской генерирующей компанией, но хоккей абсолютно равный, и в регулярном чемпионате тоже хоккей был высочайшего уровня, и в последний раз в регулярке УФСИН забрал очень непростую победу. 4-3, внимание, Тагиров, у него скорость при нем, техника при нем, и Мишель может самостоятельно все решить, но упирается в защитников, а тем временем УФСИН вчетвером, но пауза в игре. Кто? Вновь УФСИН отправляется на скамейку штрафников. Вот тогда. И теперь уже минута 18. БГК будет играть в формате 5-3. Не хватило им 14 секунд, чтобы обосноваться в зоне. И к оштрафованному Артуру Гильванову кто присоединится? Сейчас-то мы узнаем. Быстро разобрался Павел Игоревич, кого отправить. Курбанов под 41 номером составит компанию Гильванову. Хотя, наверное, в штрафном боксе он не хотел этого делать. Лучше вместе посидеть на скамейке запасных, отдыхая, а не вот такие вот приключения придумывать себе на голову. Внимание! Бросок! Рассказов спасает. Вовремя выставил щиток. Соломатин закрывает синюю линию. Отыгрывает с Хисамуддина. А почему тот не бросает? Хотя с броском у него полный порядок. Зашел Вербина. Тот сделал передачу на пятак. Хисамуддинов. Есть бросок на месте. Рассказов очередной раз. И Габдуллин получает пару ласковых. Нагоняев на пятаке. И сам от этого недоумевает. Спросил он после этого: друзья, вы чего, зачем меня толкать? Я даже не собирался к Илье подъезжать, добивать его, но защитники есть защитники. В любой ситуации они готовы голову оторвать за ворота, за голкипера, потому что вратарь — это золото, особенно Илья Рассказов. Потому что если бы это не был хороший вратарь, то вряд ли бы он так прочно заставил с собой место основного вратаря УФСИН. Еще бросок, еще рикошет. И шайба уходит за пределы арены. И более того, необходимо даже проводить спасательную операцию. А нет, она заканчивается провалом. Попытался Сергей Вербин достать ее клюшкой. И в итоге говорит арбитру: ну ее, у нас есть запасные шайбы. Давайте лучше ими поиграем. Тем более за воротами Рассказова нет трибун, вряд ли кто-то посягнется на игровой снаряд. Так еще и нужно постараться ведь это сделать, потому что защитные ограждения не ростом 3 сантиметра, не как заборчик маленький, а там еще нужно и умудриться достать. Все, БГК не сумел трансформировать преимущество в формате 5-3 заброшенную шайбу. А Знаев, ну-ка, достанет шайбу синей линии. Нет. Марат выпустил ее за зону и сделал самое правильное решение в такой ситуации, откатив ее назад на партнера, чтобы не было опасного обреза, и сам же совершил неправильный ход в зону. Проброс. 4 минуты остается до конца первого периода. 0-0.
Кто-то посетует, что заброшенных шайб до сих пор нет. Ну а настоящие ценители игрового снаряда на льду, наоборот, возрадуются, потому что борьба есть, интрига есть, накал есть и даже эмоции. Тоже рэпс-бросок! Ловушка Дмитрия в деле. В сторону, как и подобает вратарю. Отбил и не позволил сыграть на добивание. Но БГК еще необходимо шайбу вывести из зоны. У них это не получается. И Подгайный во второй раз подряд за короткий промежуток времени спас команду. Входит в зону Мухаммед Гареев, но задержался он в ней. Пихенько, ой-ой-ой, махнул мимо шайбы. Но Хабиров подстраховал партнера, но этого недостаточно, чтобы Горбунов остановить, потому что отходит по центру. Входит в коробочку, посматривает на арбитра с вопросами, а где 2 минуты? И опять нарушение численного состава. Будет удивительно, если в 3-й раз подряд Уфсин будет наказан за 2 минуты за такую провинность. Но БГК на сей раз на 2 минуты отправится. Габидуллин Наи займет место в штрафном боксе. Вбрасывание выиграно. Хоккеисты БГК, но за игровой снаряд еще нужно побороться. Столовин шайбу принимает, уходит за ворота, ищет партнеров. Столовин, передача классная, разрезная, бросок. Габдуллин на месте, не получилось выйти на пятак, чтобы добавить и потревожить еще раз нервишки Дмитрия, но не получилось это сделать. И последняя минута побежала на малой арене Уфа-арены. Соломатин прерывает передачу в центральной зоне и вновь отбрасывает шайбу куда подальше. За ворота Рассказова. Перевод в чужую зону, но кроме Хабирова и Эдуарда там никого нет. И еще один вынос шайбы до ворот. Рассказывал, да, пока Уфсин дела не клеится. Точно с реализацией большинства. Но давайте считать. 20 секунд до конца первого периода. Минута до появления Габидуллина. А значит, во втором периоде еще будет время у БГК, чтобы отличиться в большинстве. А может получится это сделать сейчас, потому что 8 секунд. Тагиров. Нет, его останавливают. Но тут же Азат в отборе. И все. Первый период позади. И мы отправляемся на отдых после жарких 17 минут. Выдыхаем. Сейчас будет. А вот так у нас второй период стартовал с небольшого курьеза.
По новым правилам хоккея при игре в большинстве вбрасывание необходимо производить в зоне команды, которая на 2 минуты удалилась и, соответственно, начинает период в меньшинстве. Но арбитры по старой памяти решили возобновить встречу из центральной зоны, но хоккеисты УФСИН вовремя подсказали, воспроизвели вбрасывание в нужном месте, в нужное время, но это не позволяет Федеральной службе исполнения наказаний отличиться в большинстве, потому что все, появляется на льду Габидуллин. И в формате 5 на 5 команды продолжают встречу. Бросок, Рассказов на месте. Не стал садиться раньше времени. И, соответственно, бросок отразил. Так, вокруг шайбы Дмитрий такой легкий танец исполнил, чтобы ненароком на нее не наступить и не отдать оппоненту, разобрался. Но УФСИН вновь шайбой. И вот что интересно, а будут ли сегодня после матчевые штрафные броски определяющие победители схватки? И будет поразительно, если все-таки эта встреча закончится с футбольным счетом 0-0. Рассказов спасает, но перед броском были нарушены правила на Ознаеве. А это значит, что Столовин отправится на 2 минуты. Одновременно с этим мы отметим, что удалений сегодня более чем достаточно. Команды в буквальном смысле не осторожничают. И наверняка такая смелая открытая игра должна привести к заброшенной шайбе. Но пока у команд получается в меньшинстве гораздо больше, чем при игре в большинстве и при равных составах. Это касается и БГК, это касается и УФСИН. Внимание, рикошет, бросок, поворотом, еще один супер сейв Дмитрия Подгайнова. Не выключился из эпизода, закрыл ближний угол, а затем, расположившись в грамотной стойке, намертво зафиксировал очень неприятный, могучий бросок соперника. К сожалению, не увидели мы бросающего, потому что перед воротами Дмитрия был плотный график. Но вот едва-едва УФСИН не отличился в меньшинстве. Внимание, Вербин набирает ход, ищет подкрепление, находит его на синей линии, потому что там никто иной, как Хисамудинов, один из самых рослых парней лиги. Еще бросок! И подмышкой не проходит шайба, потому что Рассказов вовремя закрывает ее и фиксирует шайбу. Соломатин прекрасно открылся на чистом льду, бросил с кистей. Этот бросок очень неприятный, особенно когда наносится с такой убойной позиции. Но честь и хвала Илье, что с реакцией у него полнейший порядок. И всегда может он ей воспользоваться. Спаси команду. Внимание, Пихенько, бросок, поворот, бросок заблокирован, добивание, заваруха на пятаке. И в ней самыми расторопными оказываются хоккеисты Федеральной службы исполнения наказаний. Столовин уже показывает, что он готов выйти на лед. Все. Несмотря на то, что БГК был очень близок к тому, чтобы открыть счет в большинстве, УФСИН выстоял. Соломатин, но номинальные гости продолжают атаку по инерции. Бросок. И это была попытка передачи на дальнюю штангу. Очень перспективная она оказалась. Горбунов входит в зону, бросает верхом. На месте Дмитрий в очередной раз выручает команду. Шайбу так и приковал к груди. И вот, к слову, мы в первом периоде вскользь уже обращались к регулярному чемпионату, к двухматчевому противостоянию БГК и УФСИН. Все-таки углубимся. В первом матче УФСИН взял верх над БГК со счетом 3-1. Во втором круге УФСИН тоже одержал победу 4-3. То есть в прошлом поединке
плей-офф БГК добыл первую в истории викторию над УФСИН. И сегодня может это сделать вновь. Но абсолютно равный хоккей. И то ли еще будет в финале. Потому что Уралец, как по мне, уже второй сезон подряд показывает сумасшедшую хоккейную магию. Становится, внимание, продолжим мысль после, потому что Тагиров шайба это всегда опасно. Отыгрывается на коротке с партнером. Вновь Тагиров, передачу, район пятака, бросок поворотом, низом шайба так и трепыхается в сетке, но с внешней стороны. А это значит нету гола. Еще один бросок, еще один рикошет. Бросков заблокированных сегодня в достатке. А это значит, что защитники в полном объеме выполняют свои функции, не отворачиваются и действуют как настоящий мужчина. Габидулин. Выход 2 в 2. Контратака в исполнении БГК. Никто не устремляется на сменку. Еще бросок Рассказов. Еще один суперсейв в его копилке. Вратари сегодня лучшие из лучших. Только благодаря им на табло сохраняются нули. Но у кого язык повернется сказать, что эти самые сушки скучные? Ни в коем случае. Вот навстречу контратака. А почему не пас на Тагирова? Вот только сейчас он проходит подставление. Нет, не так хотел Азат поставить клюшку. Не таким бросок он видел после такой искусной передачи на пятак. Но это хоккей. Здесь ничего идеального не бывает. Только очень редко. Еще один бросок. Опа! Мы достали шайбу одну, которая в первом периоде так и осталась за стеклом. И вот вторая шайба угодила на ее место. А первая шайба, которую мы так и не достали, наоборот, вылетела на лед. И теперь будет в огне. Бросок, подставление. Где шайба? Ничего себе! И вновь Дмитрий Подгайный. Не смутил его резкий рикошет, не смутило его резкое переправление. Красавец! Выигранное вбрасывание, но это еще не означает, что УФСИН пойдет вперед. Хисамудинов входит в зону, смещается за ворота, но по рукам и ногам его повязали. А значит, УФСИН может спокойно шайбу выбросить в зону. Пихенько. Нет, не так просто. Шайбу он добудет. Вербин. Рядом с ним партнер. Соломатин. Еще один бросок в дальний угол, но совсем не точно. И вот она возможность впервые в этом матче отличиться. Внимание! Выход 1-0. Гол! Кочетков! Десятку у него на спине и 1-0 у него. 1-0 на табло. Есть первый бросок. Точный. Точнее, их сегодня много, но голевых мало. И какие эмоции у всех. Вау! Мы эту шайбу ждали. И она оказывается такой красивой. Но на что следует обратить внимание в этой голевой атаке, так это на советский хоккей. УФСИН здорово подловил на пересменке БГК. Когда те все пятерка отправились на скамейку запасных, но совсем позабыли про Кочеткова. Шедевр. Ну что, футбольного счета 0-0 мы сегодня не увидим. И этой шайбы очень не хватало. Чем ответит БГК? Вот в чем вопрос. Возможности для реализации моментов есть. Ух ты! А из своей зоны бросок. Направление ворот Дмитрия Подгайнова, но тот снова спас. Еще один бросок в ближний угол от Азнаева. Башкирская компания точно не будет так просто встречу отдавать. Так вот, башкирская генерирующая компания, одна из крупнейших региональных энергетических компаний России, занимается производством электрической и тепловой энергии, объединяет 20 крупных и малых электростанций на территории Республики Башкортостан, а именно ГРС, ТЭЦ, ТЭС, ГЭС и Ветропарк. Бросок поворотом Рассказа. Вновь он стеной
перед воротами и опять толкают Наиля Габидуллина. Да, явно парни Габдуллин и Габидуллин чем-то насолили УФСИН, и поэтому защитники так жестко играют против этих двух парней. Помимо этого, башкирская генерирующая компания координирует работу дочерних предприятий. Внимание, вновь провал в обороне БГК и вновь опаснейший выход. Ах, а передача была лишняя. В центр. Наверное, Артур Гильванов мог и сам решать судьбу этого момента, но не получилось у него это сделать. Поделился с партнером, но и это хороший признак, потому что в хоккей побеждает в первую очередь команда, а не только индивидуально сильные личности. Таких примеров много, как в хоккее, так и в футболе. Сильная передача за ворота с расчетом на то, что Вербин поборется за нее, но Кочетков оказался первый на броске. Опа! И вновь шайба покидает игровую зону, и едва к нам до трибуны она не зашла. И вот теперь вопрос, а кто первый подымет игровой снаряд? Если болельщики БГК, то им логичнее оставить шайбу у себя, потому что по хоккейному поверью шайбой, которую команда выигрывает, ее необходимо оставлять в игре, выбрасывать. А вот проигрывающие могут точно так же поступить, только в зеркальном отражении. Но шайбу никто не нашел. А значит, пусть она ютится под трибунами. Как говорится, ни тем, ни вторым. Тоже хорошо. 4,5 минуты тем временем остается до конца второго периода. 1-0. УФСИН впереди. Габидуллин. Бросок. Рассказов. Где шайба? Она перед ним. Не сумел Илья с первого раза зафиксировать шайбу. Опа! И вновь у нас разборки, вновь у нас жаркие разговоры, потому что защитники УФСИН очень жестко играют против нападающих. Недоволен Муфтахудинов действиями Азнаева. И знаете, что мне напоминает игра УФСИН? Точнее, действия защитников. Они будто под копирку исполняют Автомобилист. Против СКА защитники Автомобилисту просто сметали всех на своем пути на пятаке, и это сыграло ключевую роль. Хоккеисты Екатеринбурга сенсационно выбили дружину Ротенберга из плей-офф Кубка Гагарина и знатно бились в следующей стадии. К сожалению, дальше авто уже не прошел, но Автомобилист в этом розыгрыше плей-офф абсолютно покорил почти все сердца болельщиков, не только своих, но и тех, кто носит нейтральный статус. Более того, Муфтахудинов за чрезмерное усердие на пятаке отправился на 2 минуты, но БГК не может пока никак закрепиться в зоне соперника, а уже прошла минута. Большинства не лучший знак, особенно в тот момент, когда команде необходимо отыгрываться. Хисамудинов находит передачу Хабиру. Будет ли бросать? Нет. Вербин. И шикарное чтение игры Гильванова. Своевременно выставил клюшку и отбросил ее дальше. Так, сильный проброс в чужую зону. От греха подальше, чтобы еще убить немного времени. Хисамудинов. Тонкая передача в центральную зону, но и она раскусывается. Внимание, Тагиров режет угол, бросает поворотом на месте. Голкипер на месте Подгайный. И выручает свою команду. По такому рисунку игры
Счет 2-0 может стать очень и очень серьезным. Так, борт закрыт. Бросок, подставление. И это было очень опасно. Муфтахуддинов появляется. Это значит, что команда играет в формате 5 на 5 в полном составе. Усин в очередной раз. Он выстоял в меньшинстве. Так, попытка броска в сторону ворот. Но Рэпш блокирует. И еще один бросок по воротам в дальний угол. Мимо. И опять защитники Уфсин бодают нападающих БГК на пятаке. Минута 20 до конца второго периода. Рэпш встает на пути. Шайба блокирует бросок и выбрасывает ее за пределы. Не то, что даже зоны, потому что вбрасывание будет в зоне Уфсин. И последняя минута второго периода. Вбрасывание выиграно. Пас. Бросок. И еще один со стрельбившего угла. Может сравнивать счет до рассказов. Своевременно. Перемещается из угла в угол. Ух ты! И Вербин агрессивно бьет в спину клюшкой оппонента. Да, вот он плей-офф во всей красе. И казалось, да, любительский хоккей у нас. Поиграли, да разошлись. Но нет, мужчины бьются до конца. Они максималисты. И Вербин на 2 минуты. Все, второй период позади. Через минуту возвращаемся. 1-0. Уфсин впереди. Нас ждет искрометный третий. Отдыхаем. Третий период, он трудный, самый важный, самый, ох ты! И уже в третий раз шайба так на трибуны к нам летит. А это значит второе удаление спустя 10 секунд. Начало третьего периода и Коров за умышленный выброс шайбы. Понятное дело, что это было сделано по неосторожности. Но 5-3. Продолжаем мы играть. Уфсин может сделать серьезный задел здесь и сейчас, дважды отличившись в большинстве. 1-0. Нерв оголен максимально. Рэпш входит в зону на прямых ногах. Именно поэтому его обезоружили. И удар соперника по рукам. Да, недолго музыка играла. Недолго Уфсин играл в формате 5-3, 4-3 продолжил встречу, потому что Игорь ударил по рукам Соломатина и также получил заслуженные 2 минуты. Я не знаю, сколько команды набрали в сумме
штрафа, но мне лично даже страшно взглянуть на такие цифры. А вот оно, индивидуальное мастерство. Вот он, Тагиров. Изначально уступал он в дистанции, но умудрился эту самую фору проглотить и оказаться первым на шайбе. И Уфсин благодаря ему заходит в зону. 4 на 3, бросок, поворот, выстрел. Заблокирован. И вот она, игра ногами. Вот она, работа коньком Князев. Что сейчас исполнил Малиевский? Как он быстро, так же как Тагиров, забрал дистанцию, работая ногами. Потрясающе, просто потрясающе. Здесь на льду собраны большие мастера. Гильванов входит в зону. К слову, так, продолжу мысль после. Малиевский бросает подставление, но на месте Подгайный. Дмитрий в сторону он отразил. Бросок и оказался прав. В формате 5 на 4 продолжают игру команды. И вот он, выброс шайбы в чужую зону. Да, хоккеисты БГГ понимают то, что это негативно сказывается на времени большинства, но одновременно с этим мы можем спокойно найти плюс, потому что пока шайба вот так вот вольно разгуливает по льду Уфа-арены, было время поменяться. Бросок поворотом, ловушка играет Подгайный, тут же ее возвращает на лед. Браво! Потому что нельзя лишний раз организовывать проброс в зоне, потому что необходимо гнать команду вперед, особенно когда та играет в большинстве, но партнеры Дмитрий все никак пока не могут закрепиться в зоне, и более того, очередное большинство сходит у них на нет. Бросок поворота, Подгайный спасая. Вербин, ну что, будет ли атака БГК? Нет, не будет. Передача поперек, но это не вперед. Такая передача не обеспечила продвижение вперед. Рэпс спокойно появился на льду, спокойно приступил к обязанностям. И более того, Игорь продолжает что-то говорить. Оппонент словно поджигает он игру и старается выбить он соперников из привычного ритма, своего слова тавгай, да, Рэпш? Такой, потому что тавгай впервые появились в национальной хоккейной лиге, и они как раз-таки выходили на лед, чтобы взорвать игру и тем самым добавить уверенности товарищам. Особенно тавгаи появлялись при счете негативном. Команде так рассказывать не лучшая передача. Азнаев ее прерывает, падает Марат, но это не нарушение правил, можно играть. БГК шайбу забрал Габидулин против Рэпша, но Игорь эту самую борьбу выиграл. Кочетков, автор единственной заброшенной шайбы, по борту хотел пробросить ее, но после касания та вышла за пределы зоны, и поддержка включается у башкирской генерирующей компании. Плей-офф здесь совсем другой накал, другие страсти и другая философия. Если на длинной дистанции еще можно где-то осечься, и ты держишь это в голове, то в играх на вылет этого не допустить. Команда играет где-то осторожно, из-за этого страдает результативность матча. Но за это мы и любим такие игры. На вылет, внимание! Нет, не удалось Исамудинову выйти на ударную позицию. Подгайный за воротами. Так, находит передачей Габдулина. Тот отправляет проход Соломатину, но против него очень быстроногий защитник под фамилией Малиевский. Передача в центр, бросок и еще один Вербин. Так, рикошет, еще один Рассказов. И вот теперь от заварушки уже никуда не деться, потому что хоккеисты Уфсин делают это еще жестче, еще жарче. И благо удалось избежать драки, но тут же, обратите внимание, как тут же защитники подбегают к Рассказову
и благодарят его за надежную игру. Да, за такого вратаря необходимо стоять. Но стоит также отметить, что Илья под давлением умеет играть. Да, постоянно на него напирают. Постоянно где-то его боднут. Но шайбу всегда прижмет к этому времени. Герберт в центр. Передача на Хисамуддина. Еще одна. Не можно бросать, и можно забивать. Но Рассказов в очередной раз выручает команду и оставляет Эдуарда Хабирова лишь с надеждами на заброшенную шайбу. Шикарный бросок 7-го номера. К слову, Хабиров пока не так часто появляется на льду, но какое триумфальное появление было бы. Оп, бросок и оп, гол. Ах, мечта для любого спортсмена. Увсин выбирается из зоны и выход 2 в 1. Можно заканчивать все. Тадиров. Передача еще одна. Ай-яй-яй-яй-яй. Не удалось Азату бросить, хотя Дмитрий Подгайный уже был на льду. Не мог он уже должным образом спасти команду, но и такое бывает, друзья. Гильванов, передача на Тагирова. Азат устремляется вперед. И может он пройти всех и вся, что он, собственно, и делает, и заставляет на себе нарушить правила. Задержка соперника клюшкой. 2 минуты. Наверняка некоторые сказали бы, что Увсин может закончить здесь все, что можно только. Но опять обращусь к предыдущим розыгрышам неравных составах. Повторюсь, что команды играют гораздо лучше сегодня в меньшинстве, чем в большинстве. Спас ворота Подгайный. И вот одно подтверждение. Хисамуддинов смело отправился вперед. Пытался он подловить длинную передачу, но слишком сильная она была. А здесь перехват, и здесь вновь вынос шайбы в зону. Увсин. И полминуты уже как будто не был. Так, внимание, шайба скачет по льду. Вспоминаем эпизод в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги, когда такой же курьез практически случился. Шайба перед ловушкой вратаря лягушкой скакнула и зашла в ворота. Но Подгайный в этот раз все контролирует, так просто он себя не позволит переиграть. А Увсин-то сохраняет шайбу. Гильванов. Первый оказывается на игровом снаряде. Хисамуддинов попытался выбить шайбу из-под владения оппонента. Столовин. Рэпш унес броском, полный порядок. Подставление кто на пятаке? Нет, не удалось. Шайбу дремлющую перед носом Подгайного затолкнуть за ленточку. Рэпш набирает скорость. Против него Габдуллин. Падает Игорь. Но это ни в коем разе не удаление. Все было в рамках правил. Плей-офф за любое касание 2 минуты не выписывают. Столовин ставит спину и убирает соперник. Сам же бьет по воротам. Но бросок заблокированный. БГК все никак не может вывести шайбу из зоны. Внимание, гол! 2-0! 2-0 за 9 секунд до появления Габдуллина. Увсин увеличивает отрыв за 7 минут до конца. Браво! И как мне жалко сейчас Дмитрия Подгайного. Он сделал все, чтобы спасти ворота. Он и с первым броском справился, он и с добиванием справился, но защитники не помогли. И когда, как не сейчас, отсекать неудачные игры в неравных составах. Увсин очень вовремя забивает вторую шайбу. И вот теперь ситуация БГК очень и очень сильно усложняется. Фух, жаркий эпизод, очень жаркий. И сейчас-то мы узнаем героя Увсин. Слушай. Андрей Горбунов
под 24 номером забивает. И спустя столько времени команды впервые реализовали большинство. Внимание, бросок, рассказы, спасает, добивание на месте Илья. Как чувствуют момент болельщики. Как они вместе с рассказом сумели отбиться. Да, действительно, в такие моменты, при такой шумовой поддержке, кажется, что не только вратарь спасает ворота, но и словно вместе с болельщиками он защищает свои владения. И вновь игровой снаряд покидает зону, и вновь болельщики бегут извлекать ее. И тут же возвращают ее на лед, потому что для УФСИН это счастливая шайба. И чехлить ее на трибунах нельзя. Что, собственно, и делают болельщики. Вбрасывание выигрывает. Хисамудинов, Соломатин старается отобрать ее. Не получается это сделать. И Горбунов на крыльях эйфории устремляется к воротам. И гол! 3-0! 3-0. БГК рассыпался, как карточный домик под вентилятором в жаркую летнюю погоду. Это разгром, который ни в коем разе не заслужила команда Павла Анатольевича. Равная игра была, и Горбунов делает дубль. Не хочется говорить, что спектакль окончен и гаснет свет, потому что 4 минуты 15 секунд. Нам еще играть. Ой, в зону нельзя входить. Мухаммед Гареев, потому что Азнаев еще не поспел ее покинуть. Но, учитывая грязное время, в том, что секундомер тает даже во время пауз, очень трудно будет БКК отличиться. Особенно, когда УФСИН на эйфории летит вперед. Столовин вошел в зону, но опередил его партнер. И это очередной неправильный вход в зону. Таких много в любительском хоккее. И этот эпизод не исключение. Да, жаркий финал у нас намечается. Уралец, УФСИН. Уралец, можно смело сказать, после второго сезона башкирской хоккейной лиги, что это скорее кубковая команда, чем команда регулярного чемпионата, которая терпит очень много поражений. Ох, внимание! Прикрывает у штанги шайбу Дмитрий Подгайный, в том числе и голкипер. БГК сегодня не заслужил такого количества пропущенных шайб, потому что он сегодня сделал свою работу на 5, а то и на 5 с плюсом. Ни в одной шайбе не виноват. Пупшев открывается, но передачу шайбы получил Малеевский. Синюю линию не закрыл. Приложил его Хисамудинов. Ух ты! И начинается у нас очередная заварушка, и Хисамудинов уже ни с кем не разбирается. На четверых вот так лезет. Он использует свой рост величественный, то, что на голову, а то и на 2. Он выше всех, а время-то не останавливается. Время только на руку играет УФСИН, но в третьем периоде, как мы знаем, башкирской хоккейной лиги играет чистое время, а значит, каждая пауза будет останавливать секундомер. Тоже это плюс. Но опять же, повторюсь, очень сложно отыграться по такой игре. Минута 50 до конца. Горбунов в окружении соперников едва не вышел из-под прессинга. Соломатин в дальний угол. Шикарный выстрел, но рядом со штангой бросок прошел. Пихенько. Попытка передачи на дальнюю штангу. Вербин. Еще один пас на Хисамудинова.
За воротами тот. Ну, гол-то престижа должен БГК забить. И ва-банк идет Павел Анатольевич. Дмитрий Подгайный уходит на скамейку запасных, а это значит шестером. Башкирская генерирующая компания будет заканчивать матч. Горбунов, MVP матча, вперед! 4-0, есть хитрик. Бросайте кепки, бросайте, потому что Андрей это заслужил. Не всегда риск оправдывается. 4-0. Конец. И вот теперь-то мы можем повторить строчки из известной российской песни. Спектакль окончен. Гаснет свет, но не гаснет свет на улицах Уфсин. Карнавал только начинается. И этот бравый коллектив на полную катушку может отпраздновать выход в финал, потому что это дорого стоит. Сезон длинный башкирской хоккейной лиги. И попадание в финал — это, конечно же, триумф. Все, доигрывают команды матч, и даже вбрасывания не будет, потому что в нем нет никакого смысла. Уфсин одерживает разгромную победу 4-0, но это тот самый счет, который не охарактеризует тяжелейшую победу Уфсин. Браво! Поздравляем болельщиков Федеральной службы исполнения наказаний и благодарим БГК за жаркую полуфинальную серию. Спасибо командам за классный хоккей. Спасибо вам за то, что были с нами. С вами были Анатолий Зотов, Татьяна Зотова и Илья Антипин. До встречи на хоккее. Пока-пока.